Поиски информации о жизни и работе Шугаиба Наибовича Хабатова привели нас в архивный отдел Ипатовского района Ставропольского края. Благодаря содействию директора архивного отдела Александра Ивановича Мараховского был получен доступ к архивным материалам, в числе которых приказы, распоряжения, другие служебные документы за подписью Шугаиба Наибовича. Продлить рабочий день кузнецам, молотобойцам и плотникам ферм на 2 часа. 1948 год. 40-е годы, острый дефицит бумаги и, как следствие, приказы, написанные на страницах газет и даже, весьма смелое в те годы решение, на оборотной стороне приказа главнокомандующего Иосифа Сталина. После архивного отдела мы отправились в Ипатовский районный краеведческий музей, где нас встретили директор Василий Николаевич Косенко и главный хранитель музейных фондов Татьяна Николаевна Колбасина. Ну, тогда он назывался совхоз номер 11, тогда был поселок Советское Руно, позже это уже стал госплемзавод Советское Руно. Значит, он был директором с 1938 года, насколько знаю я, по 1952 год. Да, 52 год. Это был как раз период становления этого совхоза. Это был период, когда в этом совхозе была выведена новая тонкорунная порода овец ставропольская, в которой принимал участие, значит, Снеговой, Пастухов на отаре Донцова пастуха, Чавана, прошу прощения. И, значит, он был директором. С большим интересом участники группы ознакомились с альбомами, которые продемонстрировала Татьяна Николаевна, и с огорчением отметили, что среди фотографий лауреатов Сталинской премии, отмеченных за выведение новой тонкорунной породы овец Ставропольская, нет фото Шугаиба Хабатова, а также еще 2 награжденных. Сотрудники музея пояснили, что это произошло, скорее всего, вследствие ошибки. Я вам сразу показываю книжку, которую в свое время выпустили в Совруно. И вот видите, тут написано «Лауреаты государственной премии». Это поселка Советское Руно, госплемзавода. Но его здесь почему-то нет. Это не моя вина. Это вина тех людей в Совруно, которые составляли этот альбом. Но лауреат государственной премии, он обязан был быть здесь, потому что этому человеку дали звание за выведение породы. Донцов – это Чабан, старший Чабан, значит, Михаил Захарович. На его отаре выводили породу. Ну и вашему дяде, он где-то вот тут должен. Также были продемонстрированы фото времен Великой Отечественной войны, которая оставила свой след в судьбе Шугаиба Хабатова. В составе партизанского отряда «Петр» он принимал активное участие в освобождении страны от фашистов. В год Великой Отечественной войны он был бойцом партизанского отряда «Петр». На фотографии его нет. Партизанского отряда. Почему? У нас на фотографии партизанского отряда 40 человек. Но когда еще живы были, значит, партизаны, а список у нас 60 человек, отряд весь. Когда еще были живы люди, и с ними я разговаривала, они говорят, что, значит, 42 год, освобождения Ставропольского края, был дан приказ из, значит, Ставрополя, от Суслова конкретно, что отряды все разделили, и часть людей пошли на освобождение города Ставрополя, а часть пошли на освобождение своих населенных пунктов. И вот тот отряд, 40 человек, который пришел к нам сюда в Ипатово 18, 19, 20 января
20 января 1943 года, он есть на фотографии, а остальные 20 человек, они ушли на Ставрополь. И вот в числе этих 20 и, значит, ваш дядя, будем говорить так. Далее наш путь лежал в поселок Советское Руно, само название которого говорит о многом. К 1940 году одноименный совхоз стал крупным овцеводческим хозяйством всесоюзного значения. В 1943 году совхоз «Советское Руно» возобновил работу после оккупации. Вскоре совхоз стал одним из лидеров тонкорунного овцеводства в крае. За достигнутые успехи в деле выращивания племенного поголовья были присвоены звания Героев социалистического труда 12 работникам племзавода, в числе которых и руководитель хозяйства Шугаиб Наибович Хабатов. В поселке по сей день вспоминают строгого, но справедливого руководителя. Отец мой здесь работал ветврачом, ветеринарным врачом. Вместе они часто там встречались. Так я помню, что очень хорошо отзывался он на Шаиб Наибовича. Очень внимательный и за всем беспокоился, говорит. Один случай я вам расскажу. Вот это хорошо. За это. Я служил на флоте. Призвали меня в 29-м году я родился, да? А в 49-м призвали на службу. Служил я во флоте 5 лет отслужил и 3 месяца. И вот во время там политзанятия, что-то, каждое утро собирают солдат, и политработник рассказывает свои эти новости какие. И вдруг я слышу, говорят, племзавод «Советское Руно», вы вот после войны уже это где-то в 51 году, наверное, на этом. Я слышу, племзавод «Советское Руно» выполнил план и доход дал больше 1 миллиона рублей. Там они сказали, что... И директор племзавода этого назвали Хабатова Шугаиб Наибович. Я думаю, это ж аж не поверил себе. И это аплодисменты заляпал, а что, чокнулся. Говорю, да это ж моя малая родина. Был случай такой, значит, вот тут, вот у нас контора, до сих пор эта контора, вот здесь. И вот тут коновец была, там лошадей привязывали. И вот он идет, а жил он там, идет оттуда на работу. А чабаны приехали сюда, получали зерно здесь, приехали сюда, на полочку, в магазин зашли, там выпить, туда-сюда. А вот эти быков не распрягли. И вот быки сено кинули, бык нагинается, а ярмо падает ему, да. А потом он раз оно назад, и вот таким макаром. Он идет, увидел, а никого нет. Он подошел, эти на краю там эти самые занозы, вытаскивал занозы, чтобы освободить. А тут мужик выходит какой-то, он не чабан, если бы он старший чабан знал директора, то видно какие-то такие помощники. Помощники. И он на него матом, значит, ты что тут делаешь, хозяинуешь? Что ты хозяин? А он говорит, зачем твоя быка ярмашея давит? Он все наоборот. Зачем твоя быка, тот не понял, а потом, когда разобрались, вот он, значит, переживал за животное, что животное голодное, жрать ему хочется, а нагинается, оно и мешает. Зачем твоя быка ярмашея давит? Фамилия Хабатов, вот не даст соврать, не смотрю на нее, даже моя управляет делами, да? Она знает, что у меня звучит на устах очень часто. Всегда, да. Почему? Я вам объясню. Потому что я знаю по рассказам тоже и отца, что какой он был человек, Хабатов. Кобура висела у него так, я не вру, пистолет у него, маузер был, да. И вот если было слышно «Ти моя дорогая», с акцентом говорю, «Ти моя дорогая», это значит его довели, как говорится, где-то что-то беспорядками, и он «Ти моя дорогая», и в это время лезет, расстегивает кобуру и достает этот свой маузер. Так я почему это говорю? То, что я говорю, вот где то время,
Ну, вы знаете, как наша жизнь, как она сейчас, это общество, да. Когда мне так хочется в то время, чтобы у меня кобура была здесь, и я мог сказать, ты моя дорогая. Достал и, как говорится, где-то мог навести порядок, как говорится, да. Так что вот это честно, так откровенно я могу вам это сказать о вашем семье. Практически каждый из тех, с кем мы пообщались в этот день, выразил признательность за то, что память о таких достойных людях, как Шугаиб Наибович Хабатов, по сей день жива в сердцах его земляков. Есть надежда, что если память Шугаиба Наибовича будет увековечена и в Ипатовском районе, где он проработал много лет, еще многие поколения будут расти на примере труженика, беззаветно служившего своей стране.